Зимние дни слишком короткие, так что не стоит терять время, лежа на диване. Используйте свои выходные по максимуму. Например, играя в ринго. Об этой пока малоизвестной, но очень увлекательной игре нам расскажут председатель Белорусской Федерации ринга Иван Колтун и лучший игрок 2010 года, генеральный секретарь Федерации Андрей Конан. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что ж, первый вопрос. Я, например, не знаю, Оля, как ты, но я в первый раз слышу, что существует такая игра ринга. И вот узнаю, что есть федерация, оказывается, проводятся соревнования. Ну, расскажите, когда... Я слышала, у меня Да? даже есть вот такое вот кольцо. Хотим мы о нем подробнее Расскажите, когда появилось такое кольцо, поговорим. что это за соревнование? Итак, Иван, расскажите. Но я хочу сказать, что эта игра очень сама по себе красивая, динамичная. Моя самая любимая игра. Я познакомился То, что вы впервые. сами играете, это Я сам тоже играю, стоит сказать. Председатель сам играет ну, активно так при том. действующий. Да. Но хочу рассказать, что мы сейчас играем в две игры. Одна вот игра ринга, другая ринг-теннис. А когда появилась игра? Сама игра появилась впервые в 1959 году. Вы не оговорились? Вот Нет, так? 59-й? Да, в 1959 году. Ее придумал известный польский спортсмен, фамилия его Владимир Стрижевский. Он готовился на соревнования по фехтованию, он сам был фехтовальщиком. Но- Кстати, вот его портрет, да? Если Да, не да, да, ошибаюсь? это основатель вот этой прекрасной игры, интересно. спортивной игры Да, да, ринга. да. И как он ее придумал, играя, тренируясь фехтованию? Нет, он заболел, он должен был ехать на сборы вместе со сборной Польши, готовясь на чемпионат мира в Турин. Но, к сожалению, заболел и не поехал. И придумал, как готовиться ему отдельно от сборной. И решил, что вот придумал колечко, которое набрасывает специально на что-то. И движения в набрасывании напоминали движения фехтования. А со временем потом и придумал саму игру и правила. В чем заключается смысл игры? Каковы основные правила? Площадка какова? Где проходят Площадка, но И соревнования. основные правила. Вот резиновое колечко. Играет в ринга одним, либо двумя резиновыми колечками. Это Двумя. если два участника? Если команда играет с командой, тогда играют двумя колечками. Как видим, колечко может очень просто деформироваться. Она резиновая. Да, специально Полое, сделано так, да. чтобы травм на пальцах. Значит, играют на волейбольных площадках, стандартной волейбольной площадке, стандартная волейбольная сетка, На которая той же высоте, да? точно такая же высота. Конечно, для детей и для Понятно. пенсионеров она может отличаться. Даже для пенсионеров, да? Да, они тоже играют в Ветераны ринге. играют, Да. Хорошо, Значит, ладно, дальше. основная задача игры ринга — словить кольцо, обработать и бросить его на сторону соперника. А что, та же самая подача, как в волейболе, да, получается? Есть разные виды бросков. Даже так. Есть некоторые ограничения на бросок, как он должен лететь, но основная суть — перекинуть просто сетку, чтобы Так. кольцо полетело на ту сторону. И перекинуть так, чтобы соперники Не словил, конечно. словили. Понятно. Если Да. она упала, коснулась пола, да? Да, значит, вам очко. 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 Да. И до скольки очков? Играет до 15. И ловить можно двумя волейболе руками? Нет, 25 ловить разница, только одной да. рукой. Ловить только одной И рукой. важно, Одной рукой, Это да? важно. И важно представлять, что вот часто сравниваем с волейболом эту игру. Колечко надо ловить, а не отбивать. Многие сразу Понятно, путаются. да. Словили колечко, долго не ждем и бросаем колечко. Ну что, спасибо большое. Мы обязательно продолжим нашу беседу. Мы продолжим говорить о таком виде спорта, как ринга. И хочу напомнить, что вернемся в нашу студию совсем скоро, а пока познакомимся с анонсом спортивных событий на ближайшие дни. Мы продолжаем говорить об игре ринга. И у нас в гостях председатель Белорусской Федерации ринга Иван Колтун и лучший игрок 2010 года, генеральный секретарь Федерации Андрей Конан. Продолжаем нашу беседу. Скажите, Андрей, а как много надо времени, чтобы освоить правила игры, навыки? Вот сколько тебе потребовалось времени? Чтобы более-менее освоиться в игре. Ну, на текущий момент я уже играю в ринга 5 лет. Естественно, чтобы добиться каких-то результатов, нужно будет стараться не без этого, как в любом виде спорта. Но ринга не требует изначально каких-то специфичных физических качеств. Любой может прийти и своим трудолюбием занимать места, участвовать в соревнованиях. Ну вот приблизительно сколько по времени? Есть люди у нас, которые в течение года занимаются и уже показывают хороший результат. Через год? Да, А год интересно, а достаточно. все-таки какие качества необходимы для игроку ринга? Может, какая-то кажется, реакция И взрывная? есть ли я не какие-то знаю. ограничения, возможно, по здоровью или, не знаю, Но по возрасту? ограничений, начнем с того, что ограничений по здоровью не может быть. Только если человек, наверное, очень-очень сильно болен, ему
противогазами, но он постельный режим рекомендован. Да, В тут этом сложно случае, играть да, в ринге. да, сложно. И то можно колечко, если Кстати, да. бросать Не лежа. будем Или вдаваться. сидя в коляске. Для колясочников мы как-то проводили показательно, им очень понравилось. Видишь? Так Вот что так. можно играть всем, и взрослым, и детям, и ограничений таких нету. Ну, а вот качества какие необходимы? Качество, прежде всего, быстроты, координационные способности, А, которые, ну, Хорошая выносливость, реакция. реакция, да. Мгм. Выносливость. а, может, а вот Выносливость. техника, вот бросание, скажите, пожалуйста, может, существуют какие-то такие каверзные приемы, чтобы, Наверняка она вырабатывается в чтобы она так процессе. летела, а потом вдруг неожиданно куда-нибудь так и в сторону? Да? Естественно. Подкруточки Огромное какие-нибудь. количество Есть? вариантов. Ну, поделитесь, Андрей. Значит, самый простой бросочек, который каждый Да. может сделать сразу. Вот я поймаю. Вот. О, мы уже играем. Никаких проблем. Никаких То есть вот проблем. так вот, да? А Да, двумя Это надо кисть? одной. А что нужно? ловить. Кисть, да? Да, Работает? кисть. Обычное движение, которое мы делаем всегда. Ага, Вот, видите, есть, у да. всех такое движение получится. Можно бросать точно такие же высокие бросочки. О, одну. А, да. Одну. Ну, у тебя лучше получится. Нет, я не буду рисковать. Хорошо. А у меня вот другой вопрос. Иван, можно прийти к вам, да? Научиться у вас. Скажите, куда прийти, куда обращаться? Вот прямо с Всем нашего утра и желающим. к вам. Но базовой площадкой, нужно сказать, является лицей БГУ. Можно сюда прийти, в лицей, и всегда мы поможем и научим играть в ринг. Когда ждать ближайших соревнований? Куда можно для начала прийти и посмотреть, возможно? Ну, значит, получается, мы собираемся провести турнир. То есть сейчас уже сезон закончился. Да. То есть назван лучший игрок, лучшая команда. И мы собираемся провести еще один турнир 12 декабря Ага, на велодроме Минск-арена. Понятно. То есть всех приглашаем 12 декабря. Куда еще раз? Велодром, Велодром. Минск-арена. Минск-арена. Ну что, спасибо большое. Спасибо. Желаем развития вашему спорту, и пусть как можно больше людей интересуется этой игрой, потому что здоровый образ жизни – это самое главное, наверное. Ну что, спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, мы сегодня говорили об увлекательной и, к сожалению, малоизвестной, но думаем, с этого момента многие люди будут знать побольше о игре ринга. И у нас в гостях были председатель Белорусской Федерации ринга Иван Колтун и лучший игрок 2010 года, генеральный секретарь Федерации Андрей Конан.